правления. Вот посмотри, у нас эти люди, которые себя объявили властью, да, они везде там ходят, всем награды раздают, паспорта раздают, говорят, вот мы единственные, мы это, предлагают мне снова с ними сесть, разговаривать. Вчера тоже был разговор, вот давайте садитесь, мол, где-то там, поговорите, почему ты не хочешь. Так я же уже объявил, что я готов с ним открыто по, скажем, по интернету или как угодно разговаривать. Мне скрывать нечего. А если мы что-то есть скрывать, почему я должен прятать то, что ему нужно? Вот в чем вопрос. И поэтому я еще раз Закая и его команду призываю. Откажитесь от этой всей, как говорится, линии, которую вы проводите фактически в пользу Кремля. И вернитесь в конституционное поле. И давайте тогда это будет как раз-таки у нас, мы тогда объединимся. Но объединимся по тем правилам, которые должны быть в соответствии с нашей Конституцией. И все те нарушения, которые вы сделали, они будут просто пока что, они не то, что пока что, они незаконны с точки зрения нашего государства. Вот смотрите, Конституция, и здесь есть статья, да, конституционный закон, которого из Конституции убрали, демонстрируйте. А здесь прям сказано, что всякий тот, кто ведет переговоры с Россией о статусе Чеченской Республики, а вы вели это с ними, и говорили, что власть, которая находится там, оккупационная, что она легитимна, или другие столько. Если вы это все дела совершили, то давайте, значит, знаете, что вы совершили эти отступничества, и вернитесь в конституционное поле, откажитесь от своей этой. И тогда мы здесь на Западе везде будем делать работу, и наши все граждане, которые здесь есть, будут действовать. Некоторые понимают, что здесь на Западе должно быть какое-то правительство или какой-то там кабинет министров. Это не обязательно, чтобы здесь создавать кабинет министров. Нет. Мы должны здесь, все, которые остались от нашего правительства и легитимно были избраны, должны работать на то, чтобы признание нашего государства было и деоккупация. А правительство мы создадим, когда это совершится, деоккупация, проведем там выборы, и там правительство, президент все выберем строго в рамках этой Конституции. Остальные разговоры здесь лишние, кто бы это ни говорил. И вот я говорю, откажитесь от этого, и тогда все будет. Вы совершаете вот эти все отступницы, вы говорите о том, что мы являемся частью России, вы говорили это в Лихтенштейне, вы говорили это в Швейцарии, вы это приняли декларацию в Копенгагене, вы приняли концепцию обоснованной независимости Чечни, так называемая, вместе с Ахмадовым, бывшим министром иностранных дел, приняли решение о том, что Чеченская республика как будто и нет, мы в составе России. Об этом написано в газете «Вашингтон-Пост» и в других местах. И теперь мы должны с вами соглашаться. С вами согласиться, это значит перейти на сторону Кремля. Мы это не сделаем, это наш народ не сделает. И наш народ принял решение и принял. Вот смотрите, там пятиконечные звезды, да, а у них девятиконечные. Что это такое? Это делать нельзя. И мы говорим, давайте возвращайтесь в конституционное поле, не надо эти разговоры вести подпольные снова. Мы пытались с ними в 2010 году, потом в 2012 году, потом в Берлине, потом, где это было, в Страсбурге, еще раз, много раз. Потом даже ко мне сюда приезжали наши люди, там Саид Хасан Абу-Муслимов, этот Ярай Сулумов, Муса Бамаги приезжали, и Закаев должен был приехать сюда, чтобы поговорить, сюда, чтобы мы встретились. Эти люди ждали 2-3 дня, он так не приехал, а когда они уехали, обнаружили, что он находится в Польше, а им говорил, что он якобы, я говорю из всех, что якобы его не пускают назад с Англии. Так что вот эти все хитрости не надо делать. Есть один ход. Возвращайтесь, откажитесь от своей вот этой отступнической деятельности, и надо действовать, чтобы мы здесь на Западе единым фронтом не морочите голову всем нашим людям. Не обманывайте людей.
Вот что я